Здравствуйте, друзья, товарищи! Сегодня мы стоим с Катериной на распутье. Ну, не распутье, а вот такой перекресток небольшой. Одна дорога вот эта ведет в Нившеру. Вот, если взять. Потом вот эта же дорога ведет там в район и дальше до Сыктывкара, так сказать. А вот мы будем сворачивать в деревеньку, в направлении в деревеньки Русановская. Есть такая деревня в Коткоросском районе Республики Коми, Русановская. Очень маленькая деревня, можно сказать, уже, ну, скажем, умирающая деревня. Что уж потом, никакое слово уже, потому что там остались одни дома. По-моему, там 2 человека или сколько проживают. Вот. По Коми называется эта деревня Роч-Сикт. Роч в переводе русский, Сикт село, деревня. И получается, что русская деревня. Вот. И немножко расскажу, а почему я сюда еду. Потому что мой отец родом отсюда, сестры, братья, 2 сестры, 2 брата у меня родились еще в этой деревне. Мама сюда приехала работать с другого села, тоже в эту деревню. Молодая, 19 лет, что ли, ей было тогда, она тут приехала в эту деревню и вышла замуж. Вот. И немножко поснимаю. Вот такая вывеска на перекрестке. Одыб – это Нившера по Коми, Роч-Сикт, вот это Русановская, Емель, там дальше есть еще Ивановская. Ивановка, деревня Ивановка. А мы выбираем среднюю Роч-Сикт. Получается, что русское село, русская деревня, а по-русски деревня звучит Русановская. Все. Поедем, поснимаем, что и как там будет, ну и что там осталось от этой деревни. Дорога, друзья, навстречу ветру, получается, едем. Немножко такой сегодня ветерок. Дорога, друзья, у нас пролегает через колхозные поля. И тоже вот тюки там все, консервы эти деланы, все уже убрано. Ну, август, конец августа. Все, уже даже заново трава уже успела выйти. А мы едем, вот такая дорога хорошенькая. Вот. И едем дальше. В принципе, тут от перекрестка уже совсем недалеко. Ну вот мы и доехали до окраины этой деревни. Кругом вот колхозные поля. Здесь все зелено. Вот здесь еще не убран. Здесь овес, и он не убран еще. Вот. И вот первый дом такой, первые дома. И прогуляемся по деревне, просто по дороге пройдем, и я расскажу, что и как там было. Просто старые фотографии не сохранились, но я по рассказам других, я могу там примерно рассказать, где и что было. Где и что было, и показать не больше. Ну, просто вот я покажу вам, как выглядит умирающая деревня Республики Коми. Жалко эту деревню, конечно, потому что здесь кипела когда-то жизнь. Вот. Давайте, друзья, пройдемся по деревне просто и поснимаем. Вот. Установил камеру, друзья, на штатив, но она, конечно, будет дергаться, наверное. Что-то не очень стабилизация работает. Так. Вот, заезжаем в деревню.
И первые дома. Я могу сказать вот про этот дом сейчас вот, который у меня вот здесь, с правой стороны. То, что вот здесь уже здесь никто здесь не живет, вот в этом доме. И напротив тоже приезжают только на лето. Приезжают на лето, немножко побудут и обратно уезжают. Вот. Сейчас дальше проедем чуть-чуть. Ильповский магазин, но он уже современный магазин. На этом месте был дом моей тети и моего дяди. А вот здесь, прям вот здесь кусты, здесь дом уже моего деда. И также у отца был, ну, раньше же как строили дома, там одно крыльцо с одним крыльцом, а под одной крышей несколько домов. Вот здесь уже, правда, дом не остался. Дом отец мой, когда переехали в большое село, в Боровск, в деревню Боровск, в Нившеру приехали, тогда этот дом продали. Сейчас он стоит благополучно, красивый дом еще стоит. А здесь вот осталось пустое место. Здесь по истечению лет мы заготавливали сено еще вот с этого участка и все. Здесь также была школа. Мама говорила, что она здесь работала еще в школе. В самом начале, когда она приехала, мама рассказывала, что она начала работать вот здесь. Вот сейчас это жилой дом, а тогда тоже был жилой дом. И вот как выглядит этот дом с другого ракурса. Вот там начало села, вон Катерина там. Я просто напротив солнца, чтобы не снимать, я развернулся, и здесь дом вот так выглядит. В этом доме была школа. Когда мама приехала сюда, в деревню, ей было 19 лет. И вот здесь, говорит, была школа. И вот она начала здесь учить местных детишек. И здесь уже сейчас тоже не живут. Хозяин дома живет в селе Нившера, но вот собака здесь навещает и кормит. Собака здесь есть. Дом такой ухоженный еще, относительно вот других домов. Дом такой ухоженный. Ну, чувствуется, видите, окна все покрашено, крылечко там тоже покрашено все. Вот. Вот этот магазин, это уже современный магазин. Вот это который. Но он закрыт тоже, так как, ну, один человек. Магазин содержать невыгодно. А в прежние времена магазин находился вот здесь, вот в этом доме. То есть этот дом был большой, вот уже сейчас спилили. Практически хозяина нету, который крайний хозяин был, он уже умер тоже. Сейчас, наверное, никто даже сюда не навещает. Вот этот тоже дом. Видите, все зарастает тоже. Вот магазин был здесь. А мы сейчас дальше поедем по селу. Пока мы вот туда-сюда там магазин рассказывал, вот единственный житель, постоянный житель Иван Попов. Ну, просто вот скажи, Ваня, как вот живется, в отличие от большого села? Ну, например, вот нету, ну, как сказать, нету много народу, нет, ну, пообщаться там, еще что-то. Вот плюс или минус вот в этой деревне, что она вот, ты один здесь? Для меня, в принципе, да, Сергей, мне не очень пока большая разница, потому что у меня здоровье еще позволяет. Я могу 5-6 раз в день сходить до Нившера. Нившера, как бы, для меня это еще рядом, понимаешь? А вот когда уже постарею, вот тогда, может, уже нет. Вот в данный момент съездил за водой до Нившера 3 километра, вернулся пустой, потому что света нету. Канистры там оставил. Значит, вода здесь проблема, да, в Русановской? С водой, да, один у нас единственный колодец, и вот эти работники говорят, там уже крысы вот такие плавают. А бурить глубоко, да? Ну, бурить как бы глубоко, 3 метра, наверное. Все.
Но если вот на администрации деревня находится, как-то, наверное, или... Если где-то наверху, может, около 10-15 метров, может, бурить надо все. 10-15 метров А это... как я вот, например, я вот не пенсионер, столько денег я никогда не заработал. Нет, я имею в виду за счет администрации бы это получается, за счет администрации. А что администрация? Вот один единственный колодец, они же помогли нам, дали там лес там, потом сами уже собрались, сделали один колодец внизу. От моего дома почти круговую, почти около 800, почти километров. Улус трубасы вычели, У Феликса там труба. улус трубасы. Да. Да, Петр Степанович, Татьяна Степановна, она там постаралась, побегала. Кстати, Татьяна Степановна здесь или нет? А? Татьяна здесь или нет? Да, Татьяна, вот, которая новый дом-то строит. А не, она сейчас здесь? Не знаю, она приезжает, где-то работаешь в городе. Ну, работает она медсестрой работает. Она приезжает на выходные, как бы сама делает все, да, она и пилит, и ну, сама все делает. Мужицкую работу, она тоже сама все делает. Ладно, Иван, пройдусь я по деревне, уже твоей получается. Давай. Поснимаю там, поспоминаю. А вот здесь вот по правую сторону, вот с того угла, как уже говорил, и вот до конца села, там, говорят, была, вот я как бы не здешний, но вот я спрашивал-то, вот здесь, говорит, была такая тротуар из досок. Вот, по краю дороги здесь, вот сейчас где трава, здесь был тротуар, говорят. Тротуар и до села, до конца села. Говорят, ну вообще здесь жизнь кипела. Здесь был колхоз, по-моему, колхоз отдельный от Нившерского села, большого села. Колхоз имени Молотова, по-моему, рассказывал. Само село, если мне не изменяет память, по Википедии там, в 1784 году, по-моему, первый поселенец упоминается Михайлов, переселенец или поселенец, или сбежавший, или ссыльный, но Михайлов был первый поселенец, поэтому русский человек, поэтому и деревня, скорее всего, от этого и название Роч-Сикт, то есть Роч это русский, Сикт это деревня или село, вот, Русановская, вот поэтому и, наверное, вот, ну, как уже вот показывал, что вот была школа, был магазин, были люди, работали, трудились, но близость села, большого села, и все-таки это село, все-таки Нившера более-менее так развивалось большими темпами, оно как бы поглотили. Люди начали переселяться потихоньку, в том числе и моя семья в 1971 году переехала. А в 1972 году уже родился я. Но я, получается, уже родился в Боровской, деревне Боровск. Где-то кошка там мяукает. Осталась одна, наверное. Хозяева, наверное, приезжают, кормят просто и все. Ну и собака заметила это. Ну и дальше пойдем, давай потихоньку, Катерина, снимай. Я буду озвучивать там. Вот. Этот дом тоже уже как бы тоже приезжают только с города, просто, даже на дачу это не скажешь, просто приезжают навестить свой родной дом. Ну, получается, что родственники не оставляют, как родину свою, хоть и пускай и маленькую родину, все равно навещают, не оставляют. Но видите, вот все зарастает тоже бурьяном, никому это не нужно все. Вот единственное, вот, жалко, конечно, деревню. Ну а что, работы нету, молодежь уезжает. Вот Иван вот живет колымами. Все лето собирает ягоды, собирает веники, делает и своим трудом еще живет. Делает там топорища, делает саночки. Вот такая деревенька. Еще такой момент, что
ну, здесь были огромные поля картофельные. Вот люди уже уехали в большое село, в Нившеру, да, переехали. А здесь были картофельные поля. И сажали, вот, особенно в 90-е годы, я помню, 91-й год, там, 95-й, 6-й, ну, вот 90-е тяжелые годы, эта картошка выручала. И усадьбы здесь, которые сохранившиеся, очень много, ну, сажали и получали прибыль на весь год вот с этой картошки. Здесь я вот в детстве, вот на этом самом месте, вот где стол стоит, здесь была такая точильный станок, огромный точильный станок. Здесь точили сенокоза, вот машина здесь останавливалась, люди здесь высаживались. Сенокоза там ЗИЛ 133 ходил, длинная машина такая, высаживали здесь. Точильный станок был такой, 2 больших круга были. И электрический станок, ну, точильный, это же, ну, как бы цивилизация в то время была. И люди здесь собирались, точили, здесь высаживались. Ну, как бы остановка была сенокосная. Сейчас вот будем в гору спускаться. Вот этот дом, здесь есть в селе икона Степана Великого, Степана Великого, да. Как бы здесь 9 мая, да, здесь собираются, ну, верующие. Храм-праздник деревни именно вот Лусановская, вот есть в Нившере праздник Николая Чудотворца, в Боровске тоже Николая Чудотворца там. Есть в Алексеевке, например, праздник Вознесения празднуют, а вот здесь Степана Великого празднуют праздник. Это 9 мая, да, 9 мая. Давайте мы спустимся, вот здесь гора такая крутая. Вот смотрите, какая крутая гора. Здесь раньше, говорят, ну, детей-то очень много было, да? Вот они здесь катались, радовались жизни. По левую сторону, вот, Катюша, поснимай там, вот по левую сторону, там все были картофельные поля. А сейчас же все это заросло. Вот. Деревня так бы делится на 2 части. Вот здесь будет спуск такой большой, потом ручей, потом вторая часть, там несколько домов, 3 или 4 дома там. Вот. Надеюсь, показывает там на камеру, да, вот эти дома на той стороне ручья. Вот. Там 3 или 4 дома. Ну, сейчас, правда, нигде уже здесь не живут. И самое главное, хочу немножко показать то, что вот все как бы, все, деревня умирает, да? Умирает, как бы дома пустые стоят, все пустые дома стоят, кроме вот Ивана. И вот такое, как бы на сердце, я не знаю, вроде бы радостно то, что сейчас, друзья, машина проехала, видите, как пыльно. Уф. Тут проездная дорога в село деревню Ивановка. И вот ездят. Там тоже, по-моему, одна семья осталась, там живут. И вот смотрите, строится новый дом. Вот смотрите, строится новый дом. Новый сруб, новый дом. И вот все равно приятно. Хоть это не мой дом, хоть и не моих родственников, вообще, как бы, но все равно мне приятно, что вот в деревне моих родителей и моих братьев и сестер
родной деревне строится новый дом. А вдруг еще кто-то решит построить. Еще. Потому что место-то очень красивое, на горе находится. Единственная проблема, да, с водой, ну и работы нету. Ну вот, не знаю, ну правда строится уже женщина в пенсионном возрасте. Ну тоже для нее это родная деревня. Так что эту гору уже не будем спускаться, наверное, а пойдем обратно и покажем, какой вид с этой деревни на... Ну, я же сказал, что деревня находится на горе, да, ведь? И вот я покажу действительно, на какой высоте мы находимся. Поехали вот на эту гору. Ну что, мы вот подъехали вот на гору, да, ну, край вот деревни. Вот, как бы вот, смотрите, насколько, ну, высоко мы сейчас. Поэтому здесь водой проблемы. Вот покажи там, Катерина, ну, плавненько покажи. Вот смотрите как, внизу, да, деревья вроде высокие там снизу, очень высокие. А мы намного выше их. Вот так. Красота, друзья, здесь. Опять же поют кузнечики, все красиво. Вот такая, вот на такой высоте и живем. Вот такая деревня, друзья. А сейчас потом уже мы потихоньку будем обратно ехать домой. Ну, деревня маленькая, и подольше снимать не получается. Ну и людей нету. Вот с Иваном поговорили немножко, и то повезло. Он как раз вернулся, куда-то ездил большое село Нишеру. И повезло, что смогли поговорить с ним немножко хотя бы. Вот. Все, будем возвращаться уже домой. Сейчас вот там где-нибудь в тенечке выпьем чай, встанем, выпьем чай и поедем домой. Вот такая деревенька, друзья. Умирающая. Я не знаю даже, что должно случиться, чтобы она восстановилась. Дорогу сделали, вот. Дорога даже нормальная, относительная. Вот я езжу там, красуюсь. Вот. Сейчас еще мы чай попьем с Катериной. Вон там на подмостках магазина, где уже там все. И вывеска висит, но этот магазин не работает, и тропа к этому магазину заросла. Да и некому, друзья, ходить в этот магазин. Мы сейчас попьем здесь чай. Так, друзья, немножко горле пересохло, так немножко почаевничаем, друзья. Вот такой магазин, смотрите. Вывеска все еще висит, но уже магазин не работает. Магазин не работает. А раньше вот идешь, да, а здесь еще соседней Ивановки сюда, и здесь мужики сидят, разговаривают. Продавщица Анна Дмитриевна здесь работала. Очень такая, ну, общительная, приятная женщина. Вот. Еще, наверное, сколько лет уже не работает магазин? Года, наверное, 2 или 3 не работает всего. Потому что, ну, невыгодно сельпо этот магазин держать. О, горле пересохло, друзья. А мне еще ехать. Вернее, нам с Катюшей. Ой, чай горячий, но все равно вкусно. Все, как цветок в пустыне ожил после чая. Вот. Ну что, ну, я не знаю, как получилось заснять вот эту деревню, но как мог, так и заснял. Хотелось просто показать деревню моих родителей и моих сестер и братьев. Они все русановские, а я уже боровский. Все равно для меня вот как бы эта деревня родная почему-то.
Я не знаю почему, но как бы она родная для меня. Наверное, все-таки участь этой деревни была решена, потому что вот это, как и говорил, что большое рядом, когда находится большое село, оно все-таки поглощает. Потому что там был лесопункт, там был колхоз, после этого здесь был, говорят, колхоз Молотова, но потом он это укрупнился, и он исчез, этот колхоз, и Нившерский колхоз, там потом Госпромхоз стал. Все-таки туда переехали из-за работы, потому что, ну, в этом селе уже и ездить вот на работу как бы тяжело. Потом все стали потихоньку переезжать. Остались одни старики, как песни. Останутся скоро в селе одни старики. А сейчас даже и стариков нет. Вот этой весной, наверное, умерла где-то 90 лет уже, наверное, бабушка была. Одна из долгожительниц этой деревни. Ой, ветер подул, и велосипед у Кати упал. Так что вот один постоянный житель, это Иван Попов. И сам он из деревни Лымва приехал. Он не местный, он не родился здесь, он из деревни Лымва сюда приехал. Будем заканчивать этот ролик, друзья. Как мог показать? У меня своя аудитория, которая живет в Германии и в России, в разных регионах. Вот есть такие деревни, которые постепенно умирают. Жалко их, но жизнь такая, что никуда от этого не деться. Так что, теперь мы поедем обратно до дому, до деревни Боровск, где мы живем и будем, надеюсь, жить дальше. Вот так. Деревня Боровск, село Нившера. А это деревня Русановская, село тоже относится к селу Нившера. Все, поехали.